Ташиев заявил, что Кыргызстан сам будет строить дорогу Ходжаи-Алова-Рух. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Кыргызстан сам меняет условия договоренностей. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Мы решили, что сами будем строить, и дорога будет находиться на территории Кыргызстана. Мы также настаиваем, что строительство дорог надо провести по всей линии границы, а не только на какой-то ее части, сказал председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев. Ранее стороны договаривались, что новая объездная автодорога будет построена за счет двух стран, а таджикская сторона будет ее использовать и содержать. Стороны совместно построят дорогу, и таджикская сторона будет использовать и содержать автомобильную дорогу Ходжаи-Алова-Рух в объезд по восточной стороне населенного пункта Танги, Капчигай. Статус данной автодороги будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран. Об этом говорилось в распространенном 5 мая совместном заявлении представительных делегаций двух стран о делимитации и демаркации границы. В заявлении также отмечалось, что топографическим рабочим группам было поручено совместно с проектными организациями до 1 июня 2021 года провести полевое обследование данного пункта на землях практического использования Баткенского района. Однако потом таджикская сторона подготовила проект этой автодороги, а кыргызская сторона не явилась на согласование. Таджикская сторона пока эти слова никак не комментирует, а вы как к ним относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. На границе Кыргызстана и Таджикистана есть 460 неописанных километров. Эта территория одна из самых спорных и тяжелых. Работа требует тяжелых и долгих переговоров, но мы будем решать этот вопрос дипломатическим путем. Камчыбек Ташиев также прокомментировал встречу президентов двух стран и признал, что вопрос о спорных участках остается нерешенным. По его словам, в соответствии с протоколом, подписанным 1 мая 2021 года, проводится делимитация участка длиной 36 километров в районе Кулундузского Айгильного округа Лейлекского района Баткенской области. Последним протоколом принято решение по участкам, которые не являются спорными. Это, можно сказать, поля и горы, которые соответствуют картам 1991 года. 36 километров определили до Айгильного округа Кулунду. По спорным участкам соглашения еще нет, сказал журналист Камчыбек Ташиев. Он отметил, что вопрос границы обсуждался и во время визита президента Садыра Жапарова в Душанбе. Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров 5-6 часов тет-а-тет обсуждали границу на основании документов и карт, но пока нет продвижений, сказал Ташиев. Он также заявил о том, что страны Центральной Азии должны придерживаться Алматинской декларации, подписанной в 1991 году. Эту декларацию подписали 6-7 стран. Это закон, его надо исполнять, но наши соседи хотят по-другому, сказал ГКНБ Кыргызстана. Алматинская декларация была подписана 21 декабря 1991 года 11 бывшими республиками СССР. В ней зафиксированы положения о взаимодействии созданного 8 декабря Содружества независимых государств. Одним из важных пунктов документа является то, что страны прописали признание и уважение территориальной целостности друг друга и нерушимости существующих границ. Как вы относитесь к ситуации на границе? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!